Оккупанты уничтожили там уникальные элементы сооружения. С ханской мечети сняли старинную черепицу, выбросили на помойку потолок с росписями национальными, выкинули многовековые буковые балки. Сейчас уже там взялись за зал диванов ханского дворца. Успели уничтожить уникальную древнюю систему водоснабжения. Я предлагаю посмотреть сюжет о том, подробно рассказывает о том, что происходит сейчас с ханским дворцом. Жемчужина Крыма – сказочный Бахчисарай, в переводе «дворец садов». В центре главный корпус дворца, в который входит много старинных зданий. Летняя беседка, золотой кабинет, посольский зал и другие. Уже 2 года, как оккупанты будто бы реставрируют уникальный памятник крымских ханов. На самом деле ведут перестройку, которая неприемлема для исторического объекта. Проект реставрационных работ никак не был согласован с украинской стороной, и все работы проходили с нарушением норм сохранности памятников архитектуры такого уровня. Алия Ибрагимова – руководитель археологической экспедиции, которая исследовала территорию Бахчисарайского историко-культурного заповедника 15 лет. Как никто другой знает историческую ценность каждой детали бахчисарайского ансамбля, подлинность которого российские реставраторы своими действиями уничтожают. Так из-за падения металлических конструкций уже испорчена аутентичная роспись одной из стен здания. Также полностью заменили аутентичную старинную черепицу и дубовые балки мечети начала XVI века. Полностью была утрачена аутентичная кровля Большой ханской мечети, которая была построена еще в 1740 году при Селимет Герай-хане. Работы сейчас заморожены на объекте, службы не ведутся и эзан не звучит над городом Бахчисараем. Большую ханскую мечеть еще не отреставрировали, а уже взялись за главный корпус ханского дворца. Пригнали несколько строительных кранов для перестройки конструкции, которые будут держать огромную крышу над главным корпусом дворца. Идея как бы все равно возводить вот эту вот кровлю над главным корпусом остается в силе. И вот это и настораживает. Почему? Потому что в прошлом году одна из частей конструкции упала с восточной стороны зала дивана. То есть даже вот эти вот проведения работ несут в себе аварийную ситуацию. Возведение конструкции весом в 90 тонн уже нанесло необратимый вред. Вот те самые опоры, о которых идет речь, которые стоят на бетонных площадках. 4 бетонные площадки, которые уже залили. Они уже нанесли урон ханскому дворцу, потому что они разрушили фундаменты тех дворцов, которые здесь находились раньше, вот с этой стороны, и уничтожили аутентичную систему водоснабжения. Уничтоженные фрагменты бахчисарайских территорий уже не возродить. Но еще и неиспорченным фундаментом, водостоком и, самое страшное, целым зданием грозит дальнейшее разрушение. В частности, от давления тяжелейшей конструкции могут появиться трещины на стенах зданий или даже в их фундаментах. К этому могут привести любые строительные работы. Задавал этот вопрос, а что же будет с этим бетоном, который они туда заливают? Они говорили, что потом это будет все изъято. Но тоже, если этот бетон изымать, это значит, должны работать перфораторы какие-то, какая-то тяжелая строительная техника, это создает вибрации. Но уже не будет вот того слоя, который, собственно, уничтожили для того, чтобы этот бетон туда залить. Такая халатность не свойственна ни одному реставратору в мире, уверена археолог Алия Ибрагимова. Поэтому то, как в Крыму ведутся работы по якобы сохранению ханского дворца, свидетельствует наоборот о умышленном уничтожении его подлинности. Такие действия, эксперименты с уникальным памятником архитектуры, включенным в предварительный список номинаций ЮНЕСКО, не что иное, как преступление и геноцид культуры крымско-татарского народа. Представление Украиной Бахчисарайского дворца в перечень объектов всемирного наследия с нетерпением ожидают в ЮНЕСКО. В организации считают, именно учитывая текущую ситуацию вокруг дворца, его надо как можно быстрее внести в перечень ЮНЕСКо, чтобы бдительнее был мониторинг за его сохранностью. Украине осталось оформить последнюю часть бумаг с описанием последствий разрушений. Никита Проскурин, Виктория Бойко, Заман, АТР.